Все самое важное и интересное за эту неделю. Сбитая студентка у горно-нефтяного колледжа, произошло ДТП с пешеходом. Поваленные деревья и рекламные баннеры. В Ухте прошла гроза со шквалистым ветром. Чей мусор в общественной приемной, обсудили обслуживание контейнерных площадок. Благоустройство города. Мэр Ухты рассказал о ремонте дорог. И необычная коллекция. Ухтинский подросток увлекся раритетной техникой. Подробности прямо сейчас. На улице Загородной произошло ДТП с участием пешехода. В четверг, 20 мая, примерно в 10:40 девушка 2002 года рождения за рулем Фиата Добла, двигаясь со стороны Семяшкина в сторону улицы Береговая, совершила наезд на пешехода. Потерпевшей оказалась студентка. 17-летний подросток переходила проезжую часть как раз возле перехода к стадиону горно-нефтяного колледжа, но не по зебре, а в зоне ее видимости. В результате ДТП она получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в Ухтинскую городскую больницу. Госавтоинспекция Ухты напоминает, пересекать проезжую часть пешеходом стоит строго по пешеходному переходу, при этом обращать внимание на движение автомобилей. Также инспекторы напоминают водителям, при приближении к зебре снижайте скорость и при необходимости пропускайте пешеходов, останавливая транспортное средство. 16 мая в период с 16:30 до 17:30 в Ухте было зафиксировано резкое усиление ветра, которым сопровождалась майская гроза. В течение часа на территории муниципалитета было зарегистрировано несколько десятков обращений по системе 112 и по телефонам единой дежурной диспетчерской службы при администрации Ухты. По словам заведующей ЕДД, за это время поступило порядка 50 звонков. Горожане сообщали о сваленных деревьях, летающих рекламных щитах, кровлях и незакрепленных конструкций. В итоге в муниципалитете насчитали 6 поврежденных ЛЭП, включая одну высоковольтную, а также 17 поваленных деревьев, несколько из которых в детском парке. Очень оперативно могу отметить, отработали службы вчера, то есть и спецавтодор Ухта, спецавтодор, и управляющие компании, и районные электрические сети сразу выезжали незамедлительно. То есть иногда даже бывало, что граждане буквально только жаловались о том, что там на дорогу дерево упало. Тут же подъезжали и его утаскивали. Было одно повреждение автомобиля, упало дерево. Но там службы приехали его убирать. Хозяин как бы сказал, что дождется ГАИ. Что касается частной собственности, что было испорчено в период усиления ветра, горожанам советуют обращаться в страховые компании. Также стоит отметить, что на набережной Газовиков было сильно повреждено ограждение одной из строек, чем в соцсетях были крайне недовольны горожане. Дескать, забор ненадежный. В таком случае можно обратиться в прокуратуру, чтобы инициировать проверку. Ухтинской общественной приемной при главе Коми обсудили вопрос уборки площадок, на которых установлены мусорные контейнеры. На сегодняшний день мусорным вопросом в городе занимаются две организации, одна из которых вывозит собравшиеся в контейнерах отходы. Но уборка всего, что упало мимо, не их обязанность. В данный момент не входит. Это, опять же, в рамках СамПина, который я упомянул ранее, который с 1 апреля текущего года на сегодняшний день работает. Все, что было опрокинуто на землю, мы раньше подбирали. В данный момент, в соответствии с этим нормативом, мы не подбираем. То есть должен подобрать это все владелец контейнерной площадки. За тем, что не попало ни в мусоровоз, ни в контейнер, отвечает муниципальное казенное предприятие. Обслуживание контейнерных площадок, в том числе уборка вокруг контейнеров, задача Ухта спецавтодора. Такового графика нет. Мы работаем ежедневно. И в частности у нас есть взаимодействие с региональным оператором. То есть наши сотрудники ездят с мусоровозами, которые осуществляют сбор мусора с контейнерных площадок, и, соответственно, во время погрузки все, что вываливается, либо все, что есть там, скажем, вне контейнеров, соответственно, наш работник снова складывает в контейнер.
Но и в этом есть свои тонкости. Регоператор работает по достаточно строгому графику, так что работники второй организации не всегда за ним успевают. Представитель спецавтодора говорит, такая ситуация складывается тогда, когда мусор не вывозился несколько дней. Вторые парируют, причина может крыться и в недостаточном количестве контейнеров. Но в Ухте до сих пор отсутствует инвентаризация площадок. Правда, регоператор отмечает, она идет в тандеме с управлением ЖКХ. Мы работаем уже, наверное, в течение месяца. На территории муниципалитета у нас порядка 250 почти контейнерных площадок. И на сегодняшний день осталось паспортизировать, как мы говорим, где-то около 40 штук. То есть я надеюсь, что мы совместно в течение следующих 2 недель закончим это направление. И у нас будет информация необходимая, на основании которой мы будем понимать, сколько на территории Ухты и района недостаточно контейнеров. Также идет работа по замене и увеличению количества контейнеров. 96 уже приобретены. Они заменили непригодные или те, которые требуют ремонта. Идет процесс и по приобретению 16 бункеров для крупногабаритного мусора. Они будут установлены там, где их не хватает, а также заменят часть обветшалых. Новости, конечно, положительные, но они не снимают основного вопроса. Жители муниципалитета платят и за вывоз мусора, и за обслуживание площадки. Бесплатно их обслуживают только на муниципальной земле. Если контейнеры стоят на общедомовой территории, жильцам приходится платить и за эту уборку. После обсуждения в общественной приемной пресс-служба администрации сообщила, что глава Ухты считает, что процессом вывоза и обслуживания должна заниматься одна контора. Работы по переходу на такой формат уже ведутся. Магомед Османов посетил дворы, на территории которых будет проводиться ремонт асфальтового покрытия. Часть дворов подлатает по гарантийным обязательствам предприятия, которое выполняло там работы ранее. Всего же в Ухте по программе «Комфортная среда» планировали отремонтировать 12 дворов. На это нам было выделено 26 миллионов рублей. Здравствуйте. Было выделено 26 миллионов рублей. Но получилось так, что каким-то образом нам включили 22 дворовые территории, хотя эту цифру озвучивали мы. Мы планировали, что 10 дворовых территорий за счет собственных средств будем делать. У нас есть дорожный фонд. Но так как они озвучили эту цифру 22, нам пришлось на свои деньги добавить. И вот на 36 миллионов рублей. Это по комфортной среде, чтобы было понимание у людей, у всех. Это по комфортной среде. Это деньги федеральные, это деньги республиканские и это деньги местного бюджета. Дополнительно администрация вышла на аукцион по ремонту дорог. Полностью будет отремонтирована набережная Газовиков с расширением до улицы Довлатова, кольцо с выездом до поворота на Первомайскую. Также будет заасфальтирован и участок от бассейна до путепровода. Но вопрос в состоянии моста. Возможно, одна его сторона в аварийном состоянии. Все работы будет проводить одна организация «Темдерстрой». Кроме дорог на аукционе продолжение зеленого газона от женской консультации до космонавтов, а также замена бордюрного камня на гранитный. 156 миллионов рублей уйдет на благоустройство города. Также сделают тротуары и освещение на Водном. 25 мая там уже стартуют работы. После они начнутся на Яриге. На эти 2 общественные территории уйдет 30 миллионов рублей. Налоговая служба напоминает горожанам о сроках возврата налога на доходы. Возврат налога на доходы физических лиц при расходах на лечение, обучение, приобретение квартиры и другие по декларации 3 НДФЛ осуществляется не позднее 4 месяцев с даты поступления декларации в налоговый орган. Данный срок рассчитывается на основании положений Налогового кодекса России. Статья 88. Камеральная проверка проводится в течение 3 месяцев со дня подачи налоговой декларации. Статья 78. Возврат налога производится по заявлению налогоплательщика в течение месяца со дня подачи, но не ранее даты завершения камеральной налоговой проверки. Если одновременно с декларацией 3 НДФЛ вами было предоставлено заявление на возврат с указанием реквизитов счета для перечисления, то повторная подача заявления не требуется. Заполнить и отправить декларацию 3 НДФЛ в электронном виде можно в личном кабинете налогоплательщика.
фойе 10-й школы шумно. Началась перемена, и школьники, болтая рядышком на лавочках, смотрят ролики на экране смартфона. В это же время их ровесник, ученик 9 класса Андрей Гладышев с неподдельным интересом рассказывает о радиоприемниках середины 20 века. Рядом на всеобщее обозрение выставлена часть его коллекции. А началось все с подаренных семье пластинок, которые не на чем было слушать. На сайте объявлений нашли радиолу. Приехали, созвонились с человеком, доехали, забрали. Оказался человек бывшим коллекционером, который раньше увлекался этим. После того, как мы забрали радиолу, он мне написал: если хочешь, я тебе еще могу отдать. Как человек уже переезжает, ему нужно было от этого всего избавляться. И вот так, как говорится, уже пошло-поехало. Андрей так увлекся, что собрал в итоге 50 экспонатов. Помимо коллекционирования, юноша стал реставрировать раритеты, искать подходящие ручки, перетягивать радиоткань, менять лампы. Да, реставрировал, занимался лично сам. Можно было сказать, что они отличаются от простой техники тем, что у них есть лампы. То есть также техника все равно имеет, как она, так и уже в возрасте, она имеет свои какие-то проблемы, какие-то трудности. Можно сказать, они как будто живые, то есть имеют такие же проблемы. Но чтобы вывести их в свет, школьник постарался на славу. Экспонаты в идеальном состоянии, что нам и демонстрирует автор выставки. Было только семеро и больше не души. Юного коллекционера поддерживают близкие. Ремонтом техники он занимается в основном один, но иногда помогает дедушка, а также несколько друзей, которые также увлеклись старой радиотехникой. С особой гордостью о коллекции Андрея говорит и классный руководитель 9 А класса Светлана Сухопарова. Она делится, ее ученик в следующем году пойдет в IT-класс, который открывается в школе. Инженерные таланты налицо, да и история у этих экспонатов занимательная. Радиоприемники, которые сообщали о полете Юрия Гагарина в космос 12 апреля 1961 года. И, конечно, например, малышам это вообще как будто первобытное время. То есть они такую технику никогда не видели. Все это он собрал своими руками. Все работает. Мы даже сейчас хотим организовать для ветеранов Великой Отечественной войны вечер с пластинками, с песнями 40-х, 50-х годов. Чтобы поделиться своими знаниями, Андрей лично проводит авторские экскурсии для учеников школы, рассказывает об особенностях и истории радио. А еще планирует следующую выставку. Ведь в коллекции есть старые телевизоры и катушечные магнитофоны, которые тоже ждут выхода в свет. В минувшую неделю в Ухте прошел традиционный фестиваль творческих коллективов «Серебряные кружева». Его один раз в 2 года на Ухтинской площадке организуют крупное газотранспортное предприятие. В этот раз председателем жюри стал именитый гость – композитор Максим Дунаевский. Помимо прямых обязанностей судить выступающих, заслуженный деятель искусства России провел в субботу творческую встречу, которая началась с, пожалуй, самой известной песни его авторства. Песня, которая в Советском Союзе стала хитом, прославилась благодаря фильму, которому и была написана. Именно с «Трех мушкетеров» Дунаевский стал не только автором музыки, но и исполнителем. Причем совсем внезапно режиссер решил, что композитор продублирует одного из актеров. «Петь задорого будешь ты». Я сказал: ты что, с ума сошел? Я никогда этого не делал. Да вообще у меня голоса нет, он противный. Он говорит: отлично. Вот твой противный голос и противный голос Дурова, как раз все поверят, что это он и поет. Делился Дунаевский забавными историями съемочного процесса. Так из-за веселого сплоченного коллектива «Трех мушкетеров» никак не могли начать снимать. Но, впрочем, это не единственный фильм, над которым трудился автор песен. Также на встрече в Ухте он исполнил и песню «Цыганки» из советского фильма «Ахвадевиль». Также Максим Дунаевский является автором музыки к песням из фильма «Мэри Поппинс. До свидания». Закончился визит именитого гостя в Ухте вместе с
с серебряными кружевами. Тогда же в субботу, 15 мая, на сцене городского дворца культуры прошел гала-концерт, где выступили лучшие лауреаты фестиваля. В детском парке на минувшей неделе прошли традиционные военные сборы для юношей и старшеклассников Ухты. Эта дисциплина введена в образовательную программу и проводится ежегодно. В этот раз сборы в Ухте проходили в течение 3 дней и включили в себя несколько направлений: физподготовка, туристическое ориентирование и тактика игрового боя. Курс молодого бойца для подростков провела Федерация военно-тактических игр Республики Коми. Обучаем технике безопасности владения оружия, игрового, ну и оно подходит немножко к боевому. Вот. Тактически проходим места по лесу, занимаем позиции и работаем в тройках. Как отмечает Максим Хлобыстов, такие уроки учат подростков в первую очередь ответственному обращению с оружием. Наша задача – объяснить, что оружие может использоваться только для защиты. Это не игрушка. И даже охолощенное оружие может нанести ущерб. Поэтому мы в первую очередь говорим о правилах безопасности, подытожил инструктор.